100 спортсменов от малышей до взрослых получили мастер-класс от олимпийских призеров по вольной и греко-римской борьбе. Фестиваль настроения прошел в удачном. Знаменитые атлеты поделились опытом, показали интересные приемы, дали советы ребятам. Пообщаться с олимпийскими призерами успели и наши коллеги. На татами Владислав Закиров пытается всячески противостоять захватам олимпийского чемпиона Давида Чаквитадзе. И у него неплохо получается. Влад занимается вольной борьбой 15 лет. За эти годы он становился призером России, Украины, Беларуси и чемпионом Якутии. Узнав о фестивале настроения, решил поучаствовать в мастер-классах и перенять опыт у олимпийских призеров, узнать что-то новое для себя. Для себя я нового узнал, что нужно больше работать на физику, скорость, взрывную атаку и на обманные движения. В удачный фестиваль настроения приезжает в 4-й раз. 2 дня на спортивной арене олимпийские призеры по вольной и греко-римской борьбе показывали мастер-классы. Возможность поучиться у знаменитых спортсменов получили все желающие. Колено и рука должна жестко стоять. Здесь должна быть рама такая, чтобы ее не сдвинуть. И, конечно же, стирать захват. Стирать захват – это двигаться вперед. На мастер-класс пришли ученики местных школ, взрослые спортсмены и даже самые маленькие любители спорта. И кто знает, может, в будущем этот маленький Димася, как его называет мама, станет олимпийским чемпионом. Сегодня все чаще в спортзале можно встретить и девушек. Занимаются разными видами единоборства, и борьба не исключение. В вольной борьбе существует несколько приемов. Это захват за ногу, захват головы. А сейчас мы продемонстрируем все одновременно. Вроде простой прием, но тяжело. Специально для девочек мастер-класс провела Валерия Коблова. Девочки с энтузиазмом выполняли упражнения, прислушивались к советам. Результаты спортсменок олимпийского призера удивили. Несмотря на то, что вы живете все-таки далеко от такого, может быть, центров, да, развития единоборств, в общем, потому что у вас есть представители не только вольного стиля, но и дзюдо. И, безусловно, я могу отметить положительный результат, и я думаю, что у вас все получится. На спортивной арене удачного всегда многолюдно. Борьбой занимаются многие, работают секции. В зал приходят в разном возрасте. Главное – желание. Я надеюсь, что мы чем-то помогли этим ребятам. И я надеюсь, что, я думаю, не каждый, конечно, но кто-то из них вырастет олимпийским чемпионом. И я буду рад, если я внес какой-то вклад в это все. Фестиваль настроения приготовил для удачницев и еще один сюрприз. Команда «Борцы» из высшей лиги КВН подарит еще больше настроения жителям северного города. КВНщики приехали с интересной программой. И это лишь только начало фестиваля. Завтра настроение гости будут создавать в Айхале. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».